Выучить английский и другие языки достаточно легко, если вы пройдете обучение по программе от EF Education First. Сегодня в нашей студии ее представители — это Дарья Карпукова, директор программы «Иностранные языки во время каникул для взрослых с 7-18 лет» в EF Education First, и Камила Сафронова, директор по работе с академическими организациями. Доброе утро, уважаемые гости. Расскажите нам о вашей компании и чем она занимается. Компания ЕФ, мы уже на рынке с 1965 года, мы старейшая в мире компания в сегменте зарубежного образования. Мы работаем в 50 странах мира, и у нас более 500 школ и офисов по всему миру. Чем мы занимаемся? Мы обучаем детей и взрослых, подростков иностранным языкам. Это не только английский, у нас 11 иностранных языков. Для ребят, кто уже достиг достаточного уровня владения языком, мы предлагаем программу предуниверситетской подготовки. У нас есть собственные частные школы, пансионы, где ребята могут закончить среднюю школу и поступить в зарубежный вуз. У нас огромный спектр и выбор программ и услуг. Но что нас отличает от компаний, подобных на рынке, то, что мы не агент, мы ничего не перепродаем, мы не туристическое агентство. Все школы, все методики преподавания — это наши собственные. И это наши учителя, это наши школы, которые открыты круглый год. Ну вот с какими программами, если так вот, может быть, коротко рассказать, вы приехали вот в Якутск, и почему именно в Якутск приехали? Мы очень рады быть здесь, и спасибо огромное, что нас пригласили. Нас пригласили наши партнеры, это языковой центр I Speak English. Мы работаем с лингвистическими языковыми центрами, общеобразовательными частными школами по всей России. Сейчас у нас Якутск, потом Удмуртия, Камчатка, Южно-Сахалинск, то есть мы делаем огромные туры по всей России. Что мы делаем? Мы посещаем в первую очередь ребят в общеобразовательных школах. Сегодня у нас школа номер 26, школа номер 1. Мы делаем открытые уроки. Мы хотим показать ребятам, что учить английский может быть весело, что не нужно зубрить слова, не нужно писать бесконечные диктанты. Мы используем те методики, которые используются в наших школах за рубежом. Мы с ними играем, мы все делаем очень интерактивно, никакой пассивной формы, где только учитель говорит. У нас постоянная коммуникация в классе, групповая работа. Мы также работаем с учителями английского языка в наших школах, и где мы им рассказываем о новинках, что сейчас в тренде, как особенно сейчас, когда дети все в телефоне, в Инстаграме, ВКонтакте, как их увлечь изучением иностранного языка. Поэтому в Якутске мы приехали с той же целью. И самое главное, мы собираем всегда, куда бы мы ни приехали, мы собираем ребят за рубеж, в наши языковые лагеря. И в Якутске мы предлагаем две программы этим летом, то есть уже следующим летом 2019. Это программы в Австралии, город Кернс, это большой барьерный риф, восхитительное место, очень солнечное, теплое. Это будет 4-недельная программа, языковой лагерь. И в Ирландии, в городе Дублин. Мы предлагаем эти две программы, и завтра ждем всех желающих в 3 часа дня. У нас проспект Ленина 9/2, зал КИРГ. Все желающие, кому интересно узнать больше о языковых лагерях, могут прийти и с нами лично пообщаться. Вот нам известно, что собрание будет в эту субботу. Вот расскажите, что за собрание, кого ждете на нем? Ждем родителей, детей, учителей. То есть мы будем рассказывать и о наших школах, и о тех 2 программах, которые мы предлагаем непосредственно с вылетом и сопровождением из Якутска. И это программа с изучением английского. Но помимо английского мы сейчас для детишек вводим уже от 12 лет второй иностранный язык — это китайский. Мы считаем, что сейчас китайский, он набирает популярность огромную, и у нас программы в Шанхае есть, где вы можете изучать и английский, и китайский, то есть двуязычные. Камила, ну вот что можете добавить вот как раз-таки по отношению английский, китайский, что более важно? Почему так важно изучать языки сегодня? Да, это действительно важно. И мы, как компания EF Education First, часто проводим исследования на тему того, какие в среднем зарплаты получают выпускники вузов, школ в будущем, зная один иностранный язык, либо 2. То есть сейчас знание английского языка — это не только ваше конкурентное преимущество, но и это стало уже необходимостью. Если вы знаете 2 языка, то это еще лучше. Поэтому мы предлагаем изучение китайского в том числе, так как он набирает сейчас популярность, и в современном мире, я думаю, что через 5-10 лет это будет просто тоже необходимостью. Да, вот, обладая одним языком, к примеру, английским, другой язык дается проще или нет соотношения никакого? То есть каждый язык по-своему тяжел? Да, конечно. То есть, зная один иностранный язык, учить следующий вам намного проще. Поэтому, начиная с самых ранних лет, наша программа для детей с 7 лет, это школа-пансиона закрытого типа в Великобритании. В последующем им становится только проще учить другие иностранные языки, поэтому
Мы Плюс добавлю, что чем призываем. раньше вы начинаете учить язык, тем вам проще, потому что это происходит на уровне бессознательного. То есть ребенок просто повторяет. Когда у вас рождается маленький ребенок, вы же не начинаете его учить русскому, да, то есть у него все это происходит естественно и постепенно. Дарья, Камила, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Удачного вам дня, удачного завершения Ну, у нас поездки. Спасибо. реклама.